Дорогие друзья, давайте поговорим об именах Отчей Земли, о географических названиях Башкортостана, о чем они нам говорят. Географические названия Башкортостана очень древние, и они отражают прежде всего историю народа, а также природные условия существования, его существования, материальную и духовную жизнь, также язык их носителей, неся в себе через века древнейшую память культуры. В географических названиях Башкортостана отражается прежде всего история народа, и история заселения края. Башкирскими топонимистами установлено наличие нескольких хронологических пластов в топонимии. На территории Башкортостана самым древним нижним пластом считаются названия индоиранского происхождения. Затем идут финно-угорские названия, а средний пласт составляют названия древнетюркского происхождения, собственно, башкирские географические названия, а также монгольские. А верхний слой составляют топонимы славянского происхождения, русские, украинские. Давайте это покажем на нескольких примерах. Бужа – гора в Ишимбайском районе Башкортостана. У подножия горы находится деревня Гумерово, историческое название которой Бужа. В словаре топонимов Республики Башкортостан данные Аронем и Айконем не зафиксированы. С точки зрения современного башкирского литературного языка объяснить происхождение данных топонимов невозможно. Слово «бужак», связанное с горой, сохранилось в диалектах башкирского языка. Например, в среднем говоре южного диалекта оно употребляется в значении «одиноко возвышающаяся гора». В реальной географии действительно гора Бужа – одиноко стоящая, одиноко возвышающаяся гора, но в языке местного населения отсутствует географический термин «бужа», «бужак» в таком значении. Топооснову Бужа можно найти и в других районах Башкортостана, например, Бужан, деревня в Зианчуринском районе Башкортостана. За пределами России название горы Бужа зафиксировано на Украине, где Божа гора в Кременецком районе. На наш взгляд, топооснова Бужа – индоиранский субстрат башкирской топонимии. Эта топооснова объяснима на примере ландшафтной лексики иранских языков. Например, в курдском языке баж – засушливая земля, суша, земля, подножие горы, бажи – необработанная земля, целина. В персидском баж, также пажа, употребляется в значении холмистая местность. В осетинском фаж, поляна, выгон. Это слово восходит к древнеиранским языкам, где пазах, древнеиндийская, пажас, поверхность, бажон, бижун, тучное пастбище. Таким образом, географический термин «бужак», сохранившийся лишь в диалектах башкирского языка и означающий одиноко возвышающуюся гору, генетически связан с индоиранскими языками, в которых баж, бажи, пажа, бажак, бажон, бижун употребляются в значениях засушливая земля, суша, подножие горы, холмистая местность, поляна, выгон, пастбище. Рассмотрим происхождение горы Шахтау. Шахтау – один из шиханов возле города Стерлитамака. Вариант башкирского названия Шекетау. Происхождение названия авторы словаря топонимов Республики Башкортостан объясняют от башкирского диалектного «шеке» – «пик»
и сравнивают с башкирским литературным «сук» и казахским «шок». По другой версии автора словаря топонимов Башкортостана, Шаке – это этноним. Название Шахтау известно у балкарцев и карачаевцев. Так они называют гору Эльбрус. На наш взгляд, название легко объяснимо из иранских языков. В курдском языке шах означает гору. Также употребляется в значении отрог, вершина, овраг, ущелье. Это слово своим происхождением восходит к древнеиранским языкам, где шах означает твердый, жесткий. Персидское шах – гора, вершина горы, твердая почва, твердый. Афганское шах также твердый, жесткий, окаменевший. Данное слово сохранилось в башкирском языке. Когда очень удивляются, говорят «шаккату». «Шаккату» – это окаменеть от удивления. Вот это слово сохранилось в башкирском языке в слове «шаккату». Следующее название – Миндеш. Миндеш – деревня в Салаватском районе. Миндак – поселок в Учелинском районе. Миндак – гидроним – это правый приток Урала. Миндак-Куле и Миндак-Тау – гора в том же районе. И вот эта топооснова «мант» имеется также в названиях поселков в Гафурийском районе, например, Мандем и Мандем-река в том же районе. Что же означает данные названия? В основе данных топонимов можно выделить топооснову «мант», которая восходит к финно-угорским языкам. Например, в эстонском «манник» – сосновый лес, сосняк, в финском «манника», карельском «манти», финском «манту» – сосна, эстонском «мант», коми «мандач», болотная мяндовая сосна, и собирательном значении болотный сосняк. В современных башкирских диалектах данное слово активно употребляется в значении «молодые заросли сосны» или «ели». Например, «мандыш» в кизилском, миасском говорах восточного диалекта, «мэндаш» в карайдельском говоре западного диалекта, в значении «сосновая кора», начинающая загнивать. Топооснова «мант» имеет широкий ареал распространения и в пределах России. Например, Мянд-озеро на Онежском полуострове, населенный пункт Мянд-Сельга в Карелии, гора Мяндуха по левому берегу реки Онеги, и Мяннику, местность близ Таллина и многие другие. И все вот эти названия связаны с непригодной для строительства жилья загнившей сосной, болотной сосной. Следующее название – Харгай. Харгай имеются и гидронимой, сосновой Харгай, и айконимой. Харгай – правый приток Ряузяка в Ишимбайском районе. Рашид Закирович Шакуров считает возможным образование гидронима от древнебашкирского «харыг» – желтая, и топоосновой «ай-уй» – долина, низменность, и сравнивает с гидронимами «харгай» – правый приток Лемезы в Архангельском районе, Харгая Елгаха – речка в Бурзянском районе, деревня Магадеева, Харгае – бывшая деревня в Хайбулинском районе, Харгайлы – бывшая литовка в Мелиузовском районе и так далее. От гидронима Харгай образованы названия многих айконимов деревни в Ишимбаевском, Мелиузовском, Бурзянском районах. Их варианты названия Харгая, Харгая.
На наш взгляд, аонимой с Харгай, связанной с местностью, где растут густые, высокоствольные, ровные деревья, как раз вот сосновые. И все они сопоставимы с монгольским Чаргай, кондовый лес, высокоствольный лес. И Чаргай говорят о лесе, растущем густо, высокоствольно. И вот это слово можно сравнить с халха, чархай, чаргай, с калмыцким чирха, кондовый лес. Уместность сравнения харгай, хергей и их фонетических вариантов с монгольским чаргай, бессучковый высокоствольный лес, подтверждается и тем, что в диалектах башкирского языка имеются слова с корнем харгай. Например, слово харгаул в диалекте означает длинное деревянное приспособление, используемое для закрытия отверстия юрты. И харгаул в кизилском, миасском, среднем говорах башкирских диалектов это слово означает столб, на который лазают в состязаниях. Например, «Хыргый агас». Есть слово, выражение такое «Хыргый агас». В кизилском говоре восточного диалекта башкирского языка это означает «высокое ровное дерево». Таким образом, в башкирской топонимии сохранилась очень древняя лексика, уходящая своими корнями в глубину веков. Многие башкирские географические названия объяснимы с точки зрения индоиранских языков, финно-угорских, также монгольских языков. Очень много топонимов древнетюркского происхождения. Имеются в башкирской топонимии также основой булгарского происхождения, которые необъяснимы с точки зрения современного башкирского языка. Роль топонимии в изучении проблем этногенеза и этнической истории неоценима, потому что в них фиксируются не только языковые, но и исторические сведения и этнокультурные явления, которые свидетельствуют о ранних существовавших или же исчезнувших народах, об их контактах с местным населением, или же об этногенетических связях. Топонимия несет не только историческую информацию, но и культурную. Культура связана прежде всего с материальной деятельностью людей, с местом их обитания, обработкой земли, а также почитанием этой земли, поклонением божеству земли, которую обрабатывают, а также с культом священной земли воды. У тюрков было поклонение культу священной земли воды, культу священной Адык Ярсуб. Материальная культура и духовная культура тесно взаимосвязаны. Эта связь прослеживается во внутреннем значении самого слова «культура». Культура прежде всего связана с обустройством места, где живет человек, и с землей, а также почитанием этой земли. Все это, естественно, не могло не отразиться и в названиях географических объектов, в топонимии. Археологические данные говорят о том, что на территории Южного Урала человек жил еще в каменном веке. Поэтому можно предположить о том, что материальная культура возникла именно в эту эпоху. И она удовлетворяла жизненно необходимые нужды и потребности первочеловека в пище, жилище и в орудиях труда. Как известно, каменные пещеры были первыми естественными укреплениями древних. Именно в них ученые обнаруживают
следы материальной и духовной культуры народов эпохи палеолита. Основой башкирской материальной и духовной культуры были заложены еще в эпоху древнего каменного века. Об этом нам свидетельствует уникальный памятник древнекаменного века пещера Шульганташ, которая находится в Бурзянском районе Башкортостана. Как видно из названия Шульганташ, в башкирском языке термин «таш», кроме значения «камень», имеет смысл «пещера», то есть участвует в образовании названия пещеры, спелеонима. Кроме того, в кизильском и ксакмарском говорах восточного и южного диалектов башкирского языка сохранилось слово «ташый», буквально «каменный дом». «Таш-ын» – «каменная берлога», которые также употребляются в значениях «пещера». В башкирской топонимии имеются названия местностей Ташый – каменный дом, Уйташ – каменный дом, Уйташ-Тауэ – гора, на которой имеется каменный дом. В древности Уйташами назывались развалины сооружения с высокими башнями, колоннами, воротами, напоминающие дома. Башкиры считали место своего рождения, место обитания народа священным. Священность места обитания родиной они связывали прежде всего с камнем и с камнем предков. Камень считался символом места рождения их потомков. Об этом нам свидетельствует топонимия Башкортостана, где имеется название Атайсал. Атайсал буквально означает «камень предков», а в широком смысле «родина предков». В Бурзянском районе Башкортостана имеется гора Атайсал-Тауэ, поляна Атайсал-Ялана. Это слово в структурном отношении состоит из двух слов «атай» и «сал». «Сал» означает «камень». Возможно, в булгарское время вместо «таш» – «камень» употреблялось слово «сал». В современном башкирском языке данное слово сохранилось в слове «салкак», где «салкак» означает каменистая местность, «салкак-тау», например. По данным башкирской топонимии можно восстановить или реконструировать древние экономические термины, которые раньше активно употреблялись в географической терминологии, а ныне сохранились лишь в составе сложного топонима. Например, во многих названиях населенных пунктов, в названиях деревень имеется слово «кяу». «Кяу». Например, Киньякау. Киньякау – это старое название поселка Петровск в Ишимбайском районе. По нашему мнению, данный топоформант восходит к индоиранским языкам, где оно употребляется в значении район, деревня. Но внутреннее значение данного слова очень древнее. Внутреннее значение слова восходит к термину «кяу» – «скот». И от термина «кяу» – «скот» образовалось значение «скотоводческое стойбище». И деревня скотоводов, конечно, потом стала называться «кяу». И этот термин «кяу», «кай» очень активно употребляется в названиях населенных пунктов деревень Башкортостана. Действительно, в индоиранских языках «гау» – это вол, бык, корова, английское «cow» – корова.
башкирское хау-кэш, хау. И башкиры подзывают корову хау-хау. Вот очень интересно внутреннее значение слова. Внутреннее значение слова восстанавливается только при этимологических изысканиях. В названиях башкирских деревень часто встречается топоформант «бет». Например, Байымбет, деревня в Гафурийском районе, Исенбет, деревня в Баймакском районе, Түрімбет, деревня в Аургазинском районе, Ишимбет, деревня в Нуримановском районе, Ялимбет, деревня в Абзелиловском и Стерлибашевском районах Башкортостана. В структурном отношении эти айконимы состоят из двух основ – из антропонима и географического термина «бет», которое в прошлом означало село, селение, деревня. Например, Байымбет – это село или деревня Баима, Ишимбет – деревня Ишима. Что означает слово «бет»? В словаре географических терминов Мурзаева бат, абат – это город, село. Основное значение этого термина – возделанный, цветущий, благоустроенный. На наш взгляд, внутреннее значение слов бат, абат или бет – село, город – связанный со значением «копать». Например, в башкирском языке имеется слово «бад». «Бад», конечно, копают, роют. Также имеется слово «бед». «Бед» – это шило, которое пронзает, вонзает. Имеется слово «барау», которое тоже пронзает, вонзает. Вот эти слова все однокоренные. Своим происхождением они восходят к иранским языкам, где бат означает копать, рыть, вонзать, колоть и так далее. Это слово находит параллели и в современных языках. Слова в английском с корнем bed, например, garden bed – это садовая грядка. Как известно, садовую грядку тоже копают. При копании лопата пронзает, вонзает. В немецком имеется слово «бит», тоже означает грядку. Таким образом, экономические термины, которые имеются в современном башкирском языке, своим происхождением, они связаны с индоиранскими языками. Это говорит о том, что когда-то на территории Башкортостана жили индоиранские племена. И удивительно то, что эти слова, как субстратные термины, сохранились не только в географических названиях, но и нарицательной лексике башкирского языка. На материале башкирской топонимии и иранских языков можно реконструировать экономический термин «ошак», употребляющийся в прошлом в значении места жительства и жизненное пространство. Рассмотрим происхождение башкирского айконима «кунашак». Кунашак – айконим и лимноним, название озера в Челябинской области. Как известно, многие башкирские топонимы имеют ареалы распространения в Венгрии. Там места компактного проживания венгерских копчаков или куманов, или кунов называются Нать-Куншак и Кич-Куншак. Нать-Куншак – это от венгерского «нать» – большая, а Кече
Кечкуншак – малая. Кунашак имеет историческую связь с кунами. Куны – это кипчаки. Русские их называли половцами, а европейские народы кипчаков называют кунами. На наш взгляд, второй компонент в слове кунашак, ашак, восходит к иранскому, авестийскому ашак, жизненное пространство, регион, местность, место. В древнеиндийском это слово аса означает также пространство, местность, место. На картах XIX века айконим кунашак употребляется также в форме кунсак, кунасак. Следует добавить, что страна по-венгерски называется Орсак. Ор-ур – это господин, государь. Сак восходит к термину осак. Осак – это место жительства, место проживания. Таким образом, кунашак можно объяснить как место проживания, место жительства кунов. Каким же образом отражается духовная культура в башкирской топонимии? Это покажем на одном примере. В башкирской топонимии очень много волчьих названий. Например, географические названия Буре – волк, Буреле – волчья, Баш-Буре – главный волк, Буре-Баш – исток волчьей реки, Бурелев – волчья, Буре-Баскан – местность, куда волк наступил и так далее. Данные названия не связаны с местом обитания волков, а с древними верованиями древних башкир. Башкиры, как известно, башкиры обожествляли волка. В мифопоэтических фольклорных текстах он является символом жизни, святости, благородства и нравственной чистоты. Также является символом плодородия, продолжения рода, является даже символом удачи. Когда башкиры говорят «бурыгы олой», когда воет волк, это значит «к удаче». Если во сне увидишь волка, это тоже к удаче. По мотивам легенд, связанных с волком, можно судить и о практическом коллективном опыте башкирского народа. У древних башкир был коллективный практический опыт в определении пригодного места для жительства. Башкиры, следуя за волком, всегда находили место для жительства. И где остановился или исчез волк, там они обосновали селение. Затем такой опыт, практический опыт приобрел мифорелигиозное толкование, согласно которому волк показывает святым людям священное место для жительства. Волк выполнял таким образом функцию ориентира в бесконечном пространстве. В действительности же считается, что волки живут стаями только там, где место очень чистое, благоприятное. Вот практический опыт башкир приобрел мифорелигиозные толкования. В башкирских этиологических легендах появление родника связывается с действием священного волка. Где волк остановился или исчез, там появляется родник. И эта местность становится местом обиталища, местом обитания рода. И там проживают родовое подразделение Бурелер Арага, что означает волчья. И река, на берегах которой они сидят, также называется Буреле или Буре, что означает
также волчья. Это говорит о том, что у древних башкир был опыт определения священного места, пригодного места для жительства. Или, можно сказать, у башкир было территориальное мышление, согласно которому пространство, окружающее башкир, неоднородно. Имеются священные места и дурные места также. И вот определение священных мест башкирам помогали тотемные животные. Их очень много. Это ою, медведь, лось, мышь, ат, лошадь и так далее. Их очень много. В Башкортостане имеется местность Бурыбаскан. Река называется Бурыбаскан. Бурыбаскан не означает «волк напал», а означает именно «волк наступил». Возможно, этот гидроним связан с верованием башкир. Как правило, башкиры, как и другие народы, почитали даже след священного животного, божества, святого и священного мифического животного, в том числе волка. Об этом же свидетельствует название Тулпар-Баскан-Таш. Камень, куда наступил Тулпар. Бесей-Баскан-Таш, куда наступил кот. От-Баскан, местность, куда наступила лошадь. Или Аю-Баскан, Оклана, поляна, куда наступил медведь. Известно, что отпечатки стоп символизируют путь богов, святых или демонических существ. Отпечатки стоп Будды и Вишну находят по всей Индии. Почитаются отпечатки стоп Девой Марии и Христа, Авлии и его коня Дульдуля. А в мифологии башкир мифического коня Тулпара. В Башкортостане имеется название Тулпар-Баскан-Таш, камень, куда наступил крылатый конь Тулпар. Это гора Тулпар-Баскан-Таш, эта местность считается священной местностью. Топонимия несет не только историческую информацию, но и культурную. Спасибо за внимание.